Обязать некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Одним из инициаторов такой поправки в законопроект стал депутат Джогорку Кенеша Бакытбек Райымкулов. По его словам, в некоторых странах Европы и СНГ некоммерческие организации предоставляют информацию о том, как тратятся полученные грантовые средства. Принятие законопроекта усилит индекс доверия населения к некоммерческим организациям и повысит прозрачность деятельности. Преимущество открытости информации очевидны. И, если некоммерческие организации, так же как и государственные органы, станут прозрачны, это в свою очередь будет способствовать сотрудничеству между государством и гражданским сектором. На слушание были также приглашены 60 представителей различных неправительственных организаций. Среди них был постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Озония Ажиэлло, который в своей речи выразил мнение, что гражданское общество Кыргызстана играет ключевую роль в достижении целей в области устойчивого развития к 2030 году. Роль гражданского общества становится критической. Оно играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития. Мы обеспокоены тем, что поправка отвлечет от этих целей и подпортит имидж Кыргызстана как страны, приверженца базовых демократических ценностей, в частности, защиты прав человека, свободу собрания и объединения. Призываем пересмотреть этот законопроект с широким участием представителей гражданского общества. Присутствовавший на слушаниях посол Европейского союза в Кыргызстане Эдуард Ауэр заявил, что полностью поддерживает позицию, ранее озвученную постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонию Ажиэлло. Всегда, когда мы проводим какие-то консультации по каким-то ключевым вопросам с нашими национальными партнерами, членами правительства, стараемся включить представителей НПО. Это полезно и дает полную картину. Я верю, что гражданское общество будет дальше развиваться, и данный законопроект не усложнит его работу. Некоторые представители организации призвали для начала подать пример своей открытостью, обнародовав распределение помощи международных доноров, а уж потом требовать прозрачности от НПО. Пусть будет такой открытый портал, где в одном месте, на одном сайте, в одной базе сначала власть будет показывать, куда они тратят грантовые средства, например, которую они получают по линии МВФ и так далее, на борьбу с коронавирусом. Когда мы добьемся сначала прозрачности у власти, потом после этого мы можем перейти уже и требовать прозрачность у народа. На слушании было также озвучено мнение, что такой законопроект отсечет половину доноров и приведет к тому, что НКО закроются. Мы создаем рабочие места. Наши сотрудники не получают больших зарплат. Это очень маленькие зарплаты. Мы платим все налоги. Я не знаю, этот закон, на мой взгляд, он просто отрежет половину доноров. И мы просто будем вынуждены закрыться. В то же время среди гражданских активистов и представителей общественных фондов были те, кто поддержал поправки в законопроект. По их мнению, на протяжении 20 лет государство разделилось на два лагеря. Те, кто хочет сохранить национальные интересы, и те, кто поддерживает западные. Они, пользуясь понятием о демократии, превышают свои права и полномочия. Мы 20 лет работаем с мигрантами, но ни разу не получили еще поддержки. Во время пандемии к нам присоединились даже те, кто живет в районе городской свалки. Мы должны думать о национальных интересах. Правительство должно контролировать тех, кто занимается общественной работой. Я пришла специально, чтобы сказать от имени 1800 сел Кыргызстана, что они именно хотят прозрачности, именно хотят, чтобы все вот это было открыто и ясно, четко. Тем временем представители Общественного наблюдательного совета при Министерстве юстиции отметили, что для применения этих поправок необходимы дополнительные финансовые и человеческие ресурсы, что сейчас в государстве и так в дефиците. При реализации предлагаемого законопроекта в случае его принятия так или иначе будут затронуты персональные данные, на что мы обращаем также внимание разработчиков законопроекта. Принятие законопроекта противоречит международным стандартам и обязательствам Кыргызской Республики. Общественный совет Министерства юстиции считает, что инициатива законопроекта выглядит как попытка установления дополнительного, более жесткого контроля за деятельностью НКО. Стоит добавить, что в Кыргызстане сегодня функционирует более 6 тысяч неправительственных организаций. Тем временем участники слушаний обратились к президенту страны с заявлением, что инициатива парламентариев ущемляет права представителей правозащитного сектора. Напомню, 4 марта Джогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающий некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Роза Хурманбекова, Мерим Кубанычбек, Казыбек Туркалыков. Новости Ушпирим.